Звон мяча, тишина в зале и полная сосредоточенность игроков. Именно так проходит настольный теннис среди людей с ограниченными возможностями. Спортсмены из 5 регионов собрались здесь, чтобы проверить свои силы и набраться опыта. Одна из них – Валерия Дзагурова из Северной Осетии. Сегодня она уверенно идет к победе в личном зачете, а когда-то даже не знала, что существует такой вид спорта. 11 лет назад я попала в страшную аварию и сразу слепла на одну сторону, а с другой стороны осталось 50% зрения. Была очень тяжелая стадия принятия себя. И на одном из шахматных турниров среди слепых я познакомилась с одним из наших ребят. Он тотально незрячий, он и привел меня в общество слепых. И сначала в обществе слепых я играю в шахматы, шашки, потом где-то 3 года назад нам привезли стол по настольному теннису. Валерия вместе с командой осваивала игру буквально с нуля. Сегодня она одна из лучших спортсменок турнира, а победа в Ингушетии стала для нее важным личным достижением. Игра была, если честно, очень напряженная. Моя соперница очень сильная, если вы заметили, не давала мне продыху. Я благодарна Господу, что Он помог мне победить, но и она очень большая молодец. Нас тут встретили очень дружелюбно, очень понравилась сама атмосфера. Люди, которых уже, собственно, в прошлом году уже познакомились, рада всегда видеть старых знакомых. Благодаря таким наверное, чемпионатам и вообще всем соревнованиям люди не то чтобы просто общаются, они же получают опыт. За 3 дня чемпионата прошли командные и личные состязания. Сборная Ингушетии в числе лидеров. Они забрали золото в командном зачете. 1-е и 2-е место в мужском личном. 3-е место среди женщин. Это очень хороший результат для нашей республики. Этот опыт поможет ребятам в дальнейшем и конкурировать и на чемпионатах России, и на всероссийских соревнованиях. Федерация адаптивного спорта Ингушетии развивает настольный теннис для незрячих. Голбол, дзюдо, армрестлинг, шахматы, шашки помогают ребятам реализовать себя в спорте. Мария Амбата, Абдулат Ангиев, Магаз 24.